Быть шлагбауму или нет? Именно так ставят вопрос жильцы 3 домов на улице Кулаковского в Якутске. Житель 32-го дома самовольно, без согласия других, установил шлагбаум и теперь требует деньги за пульт управления. В ситуации разбиралась Сусанна Рожина. Шлагбаум раздора. Жильцы домов на улице Кулаковского разделились на два лагеря. На тех, кто возмущен самоуправством соседа, который установил шлагбаум перед двором, и тех, кто поддержал его и спокойно приобретают пульту управления. Проезд не загораживать. Как вот проезд не загораживать, если наши вот больные люди, старики, тут такси заказывают. Такси подъезжает вот сюда прямо. На проезжем части такси стоит, проходу не дает. Люди проходят, студенты проходят, покупатели приходят в аптеку мини-цен. Очень пожилой человек, я положительно отношусь. Я тут всю жизнь прожил, да, вот какой бардак был тут, елки. Ужас, тут война шла за эти места. Ночью, вечером приедешь, негде ставить елки. Все соседи вокруг, тут дома вот эти вот, у них же дворов нет, видите, какой грязь с той стороны, вот дом вот этот. Они все здесь ставят. Шлагбаум установил староста дома Кулаковского 32, и он же продает пульту управления. При этом цена точно не установлена. Ну как, 5400 было. Ну, примерно где-то 3-500, вот так, наверное, с учетом пульта и с учетом того, что еще должны будут выехать. Ну, там же выезд еще совершают те вот эти вот кто-то. Пульты-то выдают, настраивают же их. Пульты, он, получается, то, что он вложил якобы в этот шлагбаум, он хочет с нас эти деньги обратно вернуть за этот шлагбаум. То есть вот так вот таким вот образом. Но я-то не согласен с этим. Я же его не заставлял его сюда ставить, этот шлагбаум. Он мне не нужен абсолютно. А те люди, которые не живут в этих домах, включая экстренные службы, вынуждены обращаться к консьержке дома Кулаковского 32, чтобы открыть шлагбаум. Но у консьержки совершенно другая позиция. Но вы ответите на наши вопросы, и мы уйдем. Но вы же сидите за пультом, и вы должны открывать шлагбаум. Это. В смысле, не вы? Так вы открываете шлагбаум или нет? Нет. А кто? Вроде бы благополучный дом в центре города, но такое отношение к соседям не только у консьержки, но и у старосты этого дома, который самовольно установил шлагбаум. Он игнорировал не только наши звонки и вовсе отключил телефон, но и не выходит на связь с управой Октябрьского округа. Это полностью незаконное строительство. И в данной ситуации мы здесь поддерживаем наших жителей. Жители очень активные, старосты. Значит, мы с ними сейчас работаем и будем им помогать. Либо же они как-то урегулируют этот вопрос и узаконят этот шлагбаум, либо же будем совместными усилиями проводить его демонтаж. Жильцы этих домов несколько лет спокойно жили без этого шлагбаума и могут дальше так же жить. А сейчас один собственник самовольно решил за всех и установил этот шлагбаум. Но это не соответствует букве закона. И теперь ему придется собирать согласие со всех жильцов 3 домов. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Якутск.